О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о темах. Парламенты Республики Саха-Якутия и Республики Северная Осетия-Алания подписали соглашение о сотрудничестве. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководителями спортивных делегаций команд участников игр «Дети Азии». Специалисты в сфере офтальмологии собрались на конференции по внедрению современных технологий в Якутске. Более 180 студентов Алданского политехникума успешно завершили обучение и торжественно получили диплом. Состоялось открытие 7-го Якутского международного кинофестиваля этнического кино в Якутске. Сегодня прошла встреча парламентариев Башкортостана, Северной Осетии, Алании и Ростовской области с руководством и председателями постоянных комитетов и комиссий Государственного собрания Илтуме. В ходе встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между парламентами Республики Саха-Якутия и Республики Северная Осетия-Алания. Соглашение подписали спикеры парламентов Алексей Еремеев и Таймураз Тускаев. Алексей Еремеев сообщил, что парламент республики возлагает большую надежду на эффектное сотрудничество к установлению и расширению межпарламентских связей Республики Северная Осетия-Алания и Якутии. Он отметил, что все лучшее, что наработано в законодательных органах, они смогут использовать в законотворческой деятельности. Есть общие проблемы, которые нужно решать их с помощью совместными усилиями. Вот, допустим, здесь Владимир Викторович Влазнев с Ростовской области. Мы с ними сейчас работаем очень плотно, потому что вся наша деятельность по обеспечению наших военнослужащих, которые служат в зоне специальной военной операции, связаны с Ростовской областью. Мы ворота, это получается, в наши новые регионы, и Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. И вся работа, которая ведется, конечно же, через Ростовскую область. И вот это наше соглашение, которое мы подписали в марте этого года, нам здорово помогает. Мы уже сегодня ощущаем их огромную поддержку. В зале республики состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с руководителями спортивных делегаций команд участников 8-х спортивных игр «Дети Азии». Напомним, субъект Российской Федерации, давший старт традиции проведения масштабного спортивного форума для детей игр «Дети Азии», после перерыва снова встречает гостей. Уже на 8-х играх представлены команды 24 стран, 3 федеральных округов России и столицы нашей родины, города Москва. Всего на играх будут представлены 24 вида спорта, в том числе 17 видов в основной программе, которые будут судить 707 судей из 14 стран. Помимо спортивных соревнований, участники игр и члены делегаций примут участие в обширной деловой и культурной программе. Мне всегда приятно возвращаться в Республику Саха-Якутия, потому что я уже здесь не первый раз. И я даже был совсем недавно на церемонии зажжения огня на Ленских столбах. Вот. И сейчас, уже полетев непосредственно для участия на играх, я, во-первых, вижу, как город тепло принимает, жители города приветливые, гостеприимные. Вот атмосфера, которая царит на спортивных объектах, говорит о том, что правительство и само население республики очень ответственно подошло к организации данного мероприятия. Гостеприимные нас принимали, и ваша организация тоже очень гостеприимная, и все мы понравимся там. Питание и кушать, которые речи тоже хорошо, волонтеры хорошие, то что очень благодарить вам. Специалисты в сфере офтальмологии собрались на конференции по внедрению современных технологий в Якутске. Участники делились своим опытом. Также была проведена прямая трансляция сложной операции на глаза. Подробности далее в сюжете. В Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице прошла ежегодная плановая научная конференция. Темой данного мероприятия стало внедрение новых методов лечения в сфере офтальмологии.
единственное медицинское учреждение на территории Республики Саха-Якутия, оказывающее медицинскую помощь по профилю офтальмологии, регулярно проводит научно-практические конференции для того, чтобы повысить уровень образования наших специалистов в целом из первичного звена здравоохранения, так же, как и из нашей больницы. Поэтому мы всегда приглашаем самых лучших специалистов к нам в регион, чтобы они поделились последними новинками, как в хирургии, так и в области консервативного лечения. И зафиксировать ее по возможности в задней камере. Здесь у нас вариантов на самом деле несколько. Во время конференции аудитория ознакомилась с научными работами своих коллег. Также они наблюдали за прямой трансляцией операции приглашенного московского хирурга-офтальмолога. Оперирующий врач комментировал и демонстрировал каждое свое действие. Сегодня у нас приехал к нам хирург из Москвы, из московской клиники, Злобин Игорь Владимирович, который это витреоретинальный хирург. Будет выполнена операция, сложная операция пациенту с фиксацией люксированной, прежде имплантированной искусственного хрусталика. Целью конференции является внедрение технологий в клиническую практику врачей-офтальмологов для повышения эффективности работы с пациентами с патологией роговицы, катаракты и заболеванием сетчатки. В регионе Саха-Якутия, насколько я знаю, есть большие проблемы с как раз дистрофией роговицы, которая требует хирургического вмешательства с ее трансплантацией. Естественно, такого рода обмен опытом будет служить, может быть, хорошим подспорьем для того, чтобы усилить, улучшить всю помощь, которая необходима при заболеваниях роговицы. Екатерина Кимовна в этом отношении, конечно, прикладывает все усилия, чтобы эта помощь была доступна и для жителей региона Саха-Якутия. По итогам участия в таких мероприятиях офтальмологи смогут правильно расценивать современные методики в диагностике заболеваний, корректно интерпретировать полученные результаты обследований и повысить эффективность лечения пациентов. Александра Котельникова, Григорий Хлопков, Якутск. Работа России – время возможностей. Под таким девизом проходит ярмарка трудоустройства по всей стране. В Якутске мероприятие организовали в Центре опережающей профессиональной подготовки по адресу Крупская, дом номер 13. В нем участвуют более 200 предприятий. Они представили более 5000 вакансий. На ярмарке можно получить консультацию о том, как пройти переобучение, сменить карьерный вектор или повысить уровень квалификации. А участникам СВО и членам их семей рассказывают о поддельных квотах. Также на ярмарке вакансии проводят игры-квесты, встречи для школьников и абитуриентов. Кроме традиционных собеседований будут проводиться открытые отборы работодателей, квиз-игры, мастер-классы, профессиональные туры и так далее. Будут и семейные активности в связи с годом семьи, которая сегодня идет по всей стране, объявлена в этом году. В рамках второго этапа Всероссийской ярмарки свои вакансии в количестве порядка 5000 заявили и принимают участие около 200 работодателей. 60 лет прошло с начала основания в Якутии регионального отделения Союза архитекторов России. На протяжении этого времени Союз стал неотъемлемой частью сообщества, объединяющего профессионалов и талантливых специалистов, способных создавать уникальные архитектурные образы. В столице республики в честь этого прошла церемония награждения отличившихся своей деятельностью специалистов. Как отметил председатель правительства республики Кирилл Бычков, за последние годы было обустроено 380 общественных пространств. Это парки, уютные и красивые дворовые территории и новые современные культурные объекты. Союз архитекторов Якутии был образован в 1964 году 9 членами Союза архитекторов России. С того момента на сегодняшний день наша численность наших членов составляет 93 члена. В них состоят заслуженные архитекторы России, Якутии. На мой взгляд, архитектура – это развитие, поэтому каждым годом мы развиваемся, находим новые идеи, идем в ногу со временем, так скажем.
20 июня стартовала приемная кампания в профессиональной образовательной организации Якутии. Сегодня в Институте развития профессионального образования состоялась пресс-конференция для абитуриентов по вопросам приема в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет» для отрасли горнодобывающей промышленности. Мероприятие прошло в рамках ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» с целью привлечения местных кадров в промышленные компании. Абитуриентам, школьникам и их родителям рассказали об основных этапах стартовавшей приемной кампании, условиях приема и предлагаемых специальностях, а также распределении бюджетных мест и возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами, обучающимися по программе «Профессионалитет». В рамках привлечения местных кадров в промышленные компании мы в этом году будем проводить прием абитуриентов для поступления в ведущие наши колледжи, которые находятся в промышленных районах и ведут подготовку для промышленных компаний. При этом прием будет осуществляться здесь, в городе Якутске. Первый курс обучения ребята будут проходить в наших колледжах в городе Якутске, а следующие курсы будут переводиться в Мирный, в Нерюнгри, в Хандаку, в Алдан. Этим проектом сейчас занимается Южно-Якутский технологический колледж из Нерюнгри, который будет набирать на базе 9 классов. Более 180 студентов Алданского политехникума будут отчислены в связи с успешным завершением обучения и получением дипломов. Торжественная церемония вручения документов о среднем профессиональном образовании состоялась на площади Ленина. Легкого старта в профессию молодым специалистам пожелала Татьяна Вахнина. Строгую торжественность момента пронизывали самые разнообразные и неповторимые эмоции. Это и радость от предвкушения чего-то нового, и грусть от того, что один из чудесных этапов жизни остается позади. На главной площади города состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Алданского политехникума. В этом году Алданский политехнический техникум заканчивает 186 обучающихся. При этом в городе Алдан у нас есть 2 выпускника, которые получили 100 баллов на демоэкзамене. И в целом 16 ребят, которые получат дипломы с отличием. Удачи, благополучия и больших побед выпускникам пожелали преподаватели и кураторы групп. Отпуская вчерашних детей в самостоятельную жизнь, наставники с трудом сдерживали слезы. Ведь сложный и тернистый путь в профессию они прошли вместе с каждым студентом. Конечно, группа очень хорошая, я к ним очень сильно привязалась. И очень жалко мне с ними расставаться. Привыкла уже, как мои чада. Поэтому я, конечно, желаю ребятам и удачи на этом новом таком поприще, да, потому что их ждет уже в дальнейшем работа. Я думаю, что у них все будет хорошо. Студенчество недаром называют самой прекрасной жизненной порой, из которой не забывается ничего. Ребята стали друг другу родными. Юноши и девушки убеждены, зарожденная в стенах кузницы кадров дружба сохранится на долгие годы. Грустно расставаться, уже ко всем привыкли. И очень грустно, просто. Пора экзаменов миновала, волнения и страхи улеглись, и уже бывшие студенты готовятся заступить в новый жизненный этап – приступить к профессии. Совсем скоро коллективы предприятий района пополнят квалифицированные рабочие кадры и специалисты. По специальностям открытые горные работы, по специальностям техническое обслуживание и ремонт автомобилей, по специальности горные электромеханики. Также у нас выпускаются ребята и по профессиям. Большинство юношей и девушек имеют представление, в какой сфере они станут применять полученные знания и профессионально расти. Стоит отметить, что на предприятиях района и республики выпускники Алданского политехникума остаются востребованными. Татьяна Вахнина, Алдан. 90 детей трудоустроены во время летних каникул в Усть-Алданском улусе. В поиске работы помогает Центр занятости населения, а зарплаты детям выдают организации и муниципальное образование. Так, в летнее время открыт лагерь «Эркён», где в первый сезон работали 2 подростка вожатыми, устроившись через Центр занятости. Ребята в свободное от учебы время помогали педагогам, развивали детей играми, занимались организацией мероприятий. На конец июня заключено 14
договоров на трудоустройство несовершеннолетних граждан. Работодателями выступили администрация Второй Лиговский и Успенский первый наследник. Да, материальную поддержку на одного несовершеннолетнего в этом году составляет 6276 рублей 75 копеек. Во Владивосток приехали дети, пострадавшие из-за весеннего паводка в Намском и Алекминском районах. Детям выпала прекрасная возможность провести летний отдых в детском лагере «Океан». Подробнее расскажет Лиана Михайлова. Всероссийский детский центр «Океан» создан для того, чтобы каждый ребенок нашей страны не только мог провести качественный и полезный летний отдых. Детский лагерь является центром дополнительного образования, который реализует свою деятельность по 6 программам. Например, техническое, художественное, спортивные направления. Ежегодно в центр приезжает 12 тысяч человек, а на каждой смене насчитывается около 1500 детей. Лагерь работает круглый год. И чтобы попасть на смену, нужно, конечно, быть успешным школьником, нужно иметь достаточно большое достижений, различные грамоты во всех аспектах деятельности. Любые творческие навыки, спортивные навыки, технические навыки, все приветствуется. Существует специальная система, автоматическая система «Путевка», куда ребенок заходит вместе с родителем, может пройти регистрацию, завести свой личный кабинет, размещать все свои дипломы, благодарности, различные продукты, которые подчеркивают его достижения. И благодаря вот такой копилке достижений у ребенка появляется возможность набрать определенное количество баллов, чтобы получить путевку в ту или другую программу. Отрадно отметить, что и город, в котором расположился лагерь, оставил положительное впечатление у его юных обитателей. Как отмечает Карячайна, каждый день у них буквально расписан по часам. Программы каждого дня составлены так, чтобы занимать детей спортивными, творческими и образовательными активностями. На перерывах ребята проводят свое время на берегу моря, наслаждаясь свежим морским воздухом. Сам по себе лагерь очень хороший. Мы каждый день рисуем, мы всегда почти заняты. Мы почти каждый день гуляем, каждый день выходим на спорт, футбол, баскетбол и теннис был. У нас вожатый очень хороший, особенно Миша. С ним очень весело. Он самый, по-моему, добрый вожатый и очень веселый. Под бдительным и заботливым руководством вожатых каждый ребенок окунается во множество увлекательных занятий. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу, где каждое дитя чувствует себя желанным гостем. Лиана Михайлова, Владивосток. Состоялось открытие 7-го Якутского международного кинофестиваля этнического кино в Якутске. Церемония открытия кинофестиваля началась с красной дорожки, где жители и гости столицы республики приветствовали организаторов, кинематографистов и актеров, гостей и участников кинофестиваля. Якутия активно развивает культуру кино, и, как отмечал глава республики, якутское кино превращается из феномена в полноценную индустрию. В конкурсной программе кинофестиваля будут представлены 9 картин, из них 2 якутских режиссеров. Победители получат традиционные призы фестиваля – золотые и серебряные снежные очки, символизирующие новый взгляд на искусство кино в современном мире. В программу кинофорума помимо основного конкурса войдут вне конкурсы и специальные показы, дистанционный всероссийский конкурс студенческих фильмов, а также большая деловая и образовательная программа. Наши зрители – это очень требовательные зрители, они достаточно такие профессиональные критики. Это не просто люди, которые смотрят кино только ради удовольствия, а они еще и пытаются все постоянно понять, о чем фильм, что хотел сказать этим режиссер. То есть они оценивают совсем по-другому. Поэтому благодарен нашему зрителю, приглашаю всех разделить с нами это веселое торжество, наш праздник. Проверить свои силы спортсмены игр «Дети Азии» могут не только на самих соревнованиях, но и на тестировании функциональных возможностей по базовым видам спорта. Такую возможность участникам игр предоставил инновационный центр Олимпийского комитета России. Продолжит Екатерина Павлова. Работать на пределе своих возможностей, но в данном случае не ради победы. Дзюдоистка Карина Ефимова на выездной площадке инновационного центра Олимпийского комитета России выявляет свой уровень выносливости.
Что в моменты нагрузок происходит с организмом, определяет тест. Его проводят специалисты инновационного центра Олимпийского комитета России. Начинают у нас они все вместе с донагрузочных тестов, то есть начинаем мы с сустава тела, определяем количество мышц, количество жира у спортсмена. Тренеры очень любят этот тест, он на самом деле в дальнейшем дает им много информации. Где-то может какую-то корректировку питания, корректировку тренировочного процесса можно будет провести по результатам этого теста. Дальше у нас идет блок психофизиологических тестов, где мы оцениваем скорость реакции спортсменов, то, как они реагируют на заданный импульс. Следующие станции подбирают под определенный вид спорта, в котором участвует спортсмен. Разнообразные тесты на самом современном оборудовании дают на выходе максимально точную картину физического состояния спортсмена. На основании этих данных можно усовершенствовать систему тренировок для достижения еще более высоких результатов. Нас попросили предоставить спортсменов примерно по 10 человек по базовым видам спорта, где у нас наибольшие результаты. Поэтому мы сегодня будем с помощью инновационного отдела Олимпийского комитета России тестировать наших ведущих спортсменов. И увидим, на каком уровне, на какой стадии, где отстающие звенья, где преимущества наши. В общем, для тренеров это будет очень большая помощь. В течение 4 дней испытать свои физические возможности смогут более 40 якутских спортсменов. Екатерина Павлова, Сергей Шипачев, Якутск. Тем временем продолжаются соревнования по художественной гимнастике. В первый день соревнований по предварительным итогам на первом месте находилась сборная Республики Беларусь, на втором месте Сибирский федеральный округ и на третьем месте первая команда из Якутии. Сегодня юные спортсменки боролись в групповых и индивидуальных упражнениях. Кто сегодня оказался сильнее, расскажет Вероника Таюрская. Во второй день соревнований юные гимнастки показали упражнения с булавами и лентами. Легкий взмах кисти руки, и ленточка уже парит в воздухе. Главной целью гимнасток является вовремя ее поймать. Если упражнения с лентой входят исключительно в индивидуальные выступления, то булавы являются универсальными инструментами. Последние считаются сложными предметами. Я считаю, что мы могли выступить лучше. Завтра в финалах мы постараемся сделать лучше. Все то же самое, только 2 вида в один день. Обручи и булавы. Перед дитятями мы приходили в 7 часов утра, чтобы настроиться ко времени. Приходили в 7 часов утра, тренировались до обеда, обедали и сразу на вторую тренировку. На второй тренировке мы также работали только с другим видом. Элина Ратинова недавно со своими воспитанницами представила Киргизскую республику на международных соревнованиях в Москве, где ее подопечные стали обладателями гран-при. На Дети Азии сборная ожидает высоких результатов. Наша групповая команда уже выступала в многоборье. Обручи получились немного хуже, булавы получились лучше. В булавах все равно были ошибки, есть над чем работать, но мы очень рады, что мы попали в финал на таких сильных соревнованиях, потому что, соревнуясь в России, это все равно уровень. Поэтому сейчас будем тренироваться, готовиться к финальным выступлениям. Кыргызстан выставил на игры Дети Азии 7 спортсменок, 5 гимнасток в групповых упражнениях и 2 участницы в индивидуальных выступлениях. До этого у нас не было состава, и мы только нашли одну девочку и подготовились, и упражнения составили за 3 недели, 1 неделю нам составляли, и 2 недели мы его отрабатывали. Дети Азии — это для меня такие очень важные соревнования. Для меня это прям как Олимпийские игры. Я очень рада, что я здесь побывала и выступила. Мне, в принципе, понравилось наше выступление. Мы могли сделать еще лучше, набрать еще больше баллов, но в целом мы нормально его сделали, потому что мы готовились к нему только 2 недели где-то готовились, и поэтому с новым составом. И для нас это хорошо. Завтра команды и индивидуальные спортсменки выступят в финале, где поборются за звание сильнейших. Вероника Таюрская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Именно таким увидели этот день корреспонденты нашего телеканала. В студии для вас работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.